Все, что связано с жизнью, смертью, все у нас связано с этими башнями. Волнушки, можно сказать, это очень интересное, своеобразное сооружение. Это в буквальном смысле связь самой горной Ингушетии и того, что строили люди. Они на выступе скалы, который в буквальном смысле как зуб поднимается вверх к небу, в буквальном смысле продолжили его строительством этой же самой башни. Если взять с точки зрения инженерии, когда каменная основа, это закрывает огромное количество вопросов. Ведь башня не строилась не на 1, не на 2 года, она строилась на вечность. Башня Гяги-Алаш при въезде в главную часть горной Ингушетии – это не просто башня, это комплекс разнообразных башен, жилых башен, боевых башен. Они очень удобно закрывали само ущелье. С одной стороны река, с другой стороны горы. И сама река Ас, она течет с ледников. У нее очень быстрый, резкий склон, и эта река набирает скорость. И во время паводков, дождей, из-за огромного объема воды, она буквально начинает свистеть. Вот такой звук «эс». Ингуши поэтому говорят «шокет», «свистеть». И говорят, когда аса свистит, она проголодалась, она может кого-то съесть. Для ингушей вода – это самая сильная стихия. Если от ветра можно спрятаться, огонь можно потушить, все угодно, но когда вода, сель сходит с гор, единственный вариант – дать ей дорогу, уйти в сторону, спастись. Вот такие узкие улочки здесь строили не случайно. Во-первых, здесь была очень дорогая земля. Лишнего куска земли в горах найти было очень сложно. Ну и для обороны самого башенного комплекса это было необходимо. Здесь есть буквально все. Боевые башни, где он мог обороняться, жилые башни, полубоевые, которые можно было использовать и для обороны, и для жизни. Здесь есть все виды склепов, видов захоронений, когда человек умирал. Этому склепу, условно так скажем, 4000 лет. Известных нам на данный момент это самый древний склеп. Это является, можно сказать, прапрапрапрашуром всех наших современных склепов. Мы сейчас буквально проходим несколько метров, и это такое своеобразное путешествие во времени у нас сейчас получится. Где-то в 15, 14 или в 13 век. Но вот этот склеп можно отнести к началу 2-го тысячелетия. Полностью на каменной основе. Это коллективная усыпальница. Здесь хоронили всю семью. В среднем вот в таких склепах иногда вот во время раскопок находили от 50 до 200 черепов. Ингуши считали, что там тоже продолжается жизнь, своя, потусторонняя, эл, мы его так называем. Иногда в беседах между собой могли спросить, интересно, называя имя своего умершего родственника, они там сенокос успели, наверное, до прихода. Вы знаете, был даже такой интересный момент, когда на полном серьезе сыграли свадьбу погибшего юноши и погибшей девушки. А были склепы и другие, круглые, одиночные. В этом самом Игикале вы можете встретить старые языческие храмы. Самым интересным и ценным в них кажется храм Тхабы-Ярды. Он очень орнаментирован, он очень красив. Время его строительства, цифры тоже бегают. У разных ученых разные цифры. От 9 века до 14. То, что он построен как христианский храм, тут никаких вопросов не возникает. Но вопрос другой уже, как его ингуши использовали. После того, как его построили, связь с православным христианским миром на каком-то этапе прервалась, и старые верования все-таки смогли снова вернуться в свое русло. В научном мире, конечно, это называется язычество. Мы эту религию, старую религию, называем тармат. Иногда на башнях можно встретить петроглифы, знаки, символы. Они имеют абсолютно разное значение. Эти петроглифы, знаки в большинстве своих случаев находятся над дверным, над оконными проемами и на углах, как вы видите сейчас. Почему это делается? Жилая башня – это место, где ваша семья находится, где вы живете, спите, едите. А это входы, окно и дверь – это вход в вашу башню. Через это может прийти зло. И они как бы пытались сохранить
уберечь свою семью, свой дом. А что касается углов, угол на ингушском языке – это «са». И душа человека на ингушском языке тоже «са». То есть душа – то, что держит твое тело, и углы – то, что держит эту башню. Вот этот камень с 3 петроглифами, с 3 знаками, символами Ингушетии – это самый распространенный петроглиф в Горной Ингушетии. Именно отсюда он перекочевал на наш ингушский флаг и герб. Что меня удивляет в этих башнях, в этих строительствах, дикая жажда людей. Не только просто жить, а жить свободно, быть хозяином своей собственной судьбы. Да, конечно, проще и легче было бы спуститься на плоскость, подпасть под чье-то влияние и жить сытно. А здесь горы, здесь жизнь очень сложная. Она могла даже не пригодиться. Вот за вашу жизнь никто на вас не напал. Но опасность, что на вас нападут, что вас уведут, возьмут в плен, в рабство, это приводило к тому, что вот эта жажда жизни, свободной жизни, приводила к тому, что ее строили. И при этом они ее строили, не прячась где-нибудь. Они всегда строили это на видном месте, чтобы лицом встретить противника. Переселившись на плоскость, уже даже в современной жизни мы пытаемся вот этот образ перетянуть с собой. Даже в нашей столице, которую мы построили, Магаз, мы построили огромную 100-метровую башню, чтобы она была видна отовсюду. Есть еще более трагическая сторона нашей жизни – 9 башен. Это мемориал. Он посвящен депортации ингушей 1944 года. И когда вернулись, когда уже появилась возможность построить вот этот мемориал, они, возможно, вот эту свою тоску соединили вот эти 9 башен, окрутили это колючей проволокой, как символ несвободы. И тоже это память, то, что мы передадим своим потомкам.